Здравствуйте, девочки. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Малика, прочти, пожалуйста, стихотворение. Я рада нашей новой встрече. Мне с вами интересно, друзья. Интересны наши ответы, с удовольствием слушаю я. Мы сегодня будем наблюдать, выводы делать и рассуждать. А чтобы урок вошел каждому в круг, активно в работу включайся, дружок. Спасибо. Скажи, пожалуйста, о чем это стихотворение? Как ты? Это стихотворение о нашей новой встрече. Так, хорошо, спасибо, молодец, садись. А чему оно нас учит? Кто может ответить на этот вопрос? Так, Полина. Быть активным на уроке. Так, еще. Быть активным. Ага. Делать выводы. Так, хорошо, спасибо, девочки. Я очень надеюсь, что на сегодняшнем уроке мы будем активными и делать выводы и рассуждать. Но для начала я бы хотела начать урок с проверки домашних заданий. Те, кто выполнял упражнения 479 и 480, пожалуйста, поменяйте тетрадями, проверьте домашние задания по эталону. Так, но кто-то выполнял у меня другое домашнее задание, да, девочки? Выбрал другое. Есть ведь такие, да? То есть у меня другое домашнее задание более сложнее, сложное выбрала, так. Ага, Ралина, какой фразеологизм ты выбрала? Авгиевы в конюшне. Так, хорошо. Происхождение данного фразеологизма. Авгий, царь Репея, в древнегреческой мифологии, он обладал многочисленными стадами, для которых были построены конюшни. Из них годами вывозили навоз, и одним из подвигов Геракла было очистить конюшни за один день. Это обозначает беспорядок. Беспорядок. Так, хорошо, может у кого-то дополнение есть? Так, ага, Камиля. Данный фразеологизм берет свое происхождение еще из мифов Древней Греции, а именно из подвига Геракла. Вкратце суть мифа такова. Так, ага, Камиля. Ралина, ты не слышала? Да, Ралина это говорила, может дополнение какое-то есть? Авгий попросил Геракла убраться в его конюшню. Так, хорошо. И что? Что? Они содержали в себе несколько тысяч голов рогатого скота и были очень грязные. Так как никто до этого двор у них не проходил. Ага, что обозначает данный фразеологизм? Проблемы, связанные с беспорядком. Так, проблемы, связанные с беспорядком. Так, отлично, молодец. Девочки, у вас, как обычно, на столах есть листы оценивания. Нашли листы оценивания? За домашним заданием поставьте, пожалуйста, себе плюсик, если вы выполнили все верно. Проверили, успели друг друга проверить? Да. Так, ага. И на протяжении всего урока, девочки, посмотрите, у нас там много клеточек, да? Ставьте себе оценки и плюсики. Хорошо, после каждого задания. Угу. Ну что, мы перейдем к теме нашего сегодняшнего урока. Вы видели, как строят дома? Да. Да, видели, так, хорошо. А как их строят? Кто может сказать? Так, фундамент, так, хорошо, еще. Кирпичик к кирпичику, так, хорошо. Ага, после крышу. Так, хорошо. Как вы думаете, почему я решила начать урок с этого вопроса? Что мы сегодня на уроке будем строить? Как вы думаете? Так, Альвина. Так. Строение слов, да, сразу ты догадалась, что строение слов. Еще какие варианты? Хорошо, слова можно строить у нас на уроках русского языка. Предложения можно строить, что еще можно строить? Словосочетание, текст. Так, молодцы, девочки. Но Ильвина была права, мы сегодня на уроке будем строить слова, точнее будем смотреть и изучать такую тему, как строение слов. Да? Поэтому откройте тетради, запишите число и тему урока. Как будет звучать? Как вы думаете? Из чего состоят наши слова? Из букв, так, правильно, и из морфем, да? Вот я слышала. Так, правильный ответ я услышала. Значит, тема нашего сегодняшнего урока морфемика. Так, да? Запишите число классная работа и тему урока морфемика. Мы сегодня узнаем, что такое морфемика. Как вы думаете, какую цель мы поставим?
Учиться определять. Так, определять морфемы, еще. Учиться делать разбор. Разбор, хорошо, еще. Правильно писать слова. Правильно писать слова, так, ага. Знать, какие части слова бывают. Да, узнать, какие части слова бывают. Правильно, девочки, молодцы. Итак, запишите, пожалуйста, можете в строчку, можете столбиком данные слова и сделайте морфемный разбор, как вы вот его умеете делать. И как вы до этого его делали, да? В прошлом году. Мгм. Так, все записали слова? Да. Поняла, записала, да, все? Так, отлично. Разбираем, смотрим. Не забудьте, девочки, у нас есть еще основа, да? Я вот смотрю. Вроде бы все выделяете, но не до конца. Так. Ага, вижу, уже кто-то закончил. Кто-то закончил уже. Так. Готовы, девочки, ответить? Да. И сверить? Да. Ага. Так. Посмотрим на наш эталон, который я подготовила. Так, сверьте, пожалуйста. Сверьте. Ага. Сами себя проверьте, есть ли ошибки. У кого есть хотя бы одна ошибка, руку поднимите. Есть, да, ошибки есть. Так, хорошо. Ага. Так. Ага. Гузель, где у тебя ошибка? У меня где-то плохо, я приставку Приставку выделила? Не выделила приставку. Так, хорошо. У кого еще? Радина, у тебя тоже была ошибка? Нет? Вика? Где ошибка? Перелететь, там, преодолеть, полностью делать. Ага, суффиксом сделала. А основу как вы выделили? Перелететь. Ага, правильно? Кто-нибудь есть? Кто неправильно выделил? Ага, ты неправильно выделила, да? Все обозначили как суффикс? Да, все обозначили. Так, значит, вы помните, да, что те является суффиксом. Так, хорошо. Но каким он является суффиксом? Перед вами глагол, да? А какая форма глагола? Да, неопределенная, инфинитив, да, девочки? Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно, в неопределенной форме глагола, это с мягким знаком, в основу слова не входит, потому что это является формообразующим суффиксом. Форму, да, образует. Так, хорошо. Себе отметьте, вот морфемный разбор, плюсики поставьте, если правильно выполнили, или минус, если выполнили неправильно. Но так как у нас были ошибки, мы понимаем, что для чего необходимо правильно разбирать слова по составу. Как вы думаете? Мы понимаем, что у нас тут есть ошибки, для чего необходимо? Правильное написание слова. Так, хорошо, еще. Как в практике понадобится вам это? Будущих теорий. ОГЭ, сдавайте, Лина уже об этом задумывается, молодец. Так, хорошо. Девочки, а как вы думаете, есть ли определенный порядок для морфемного разбора? Да, есть? Так, ага. Ну вот посмотрите на два слова. Вот, например, возьмем слово «колосок» и «перелететь». Чем эти два слова отличаются друг от друга? Да, ага, имя существительное первое, а второе глагол. Так вот, девочки, смотрите, я бы сейчас хотела, чтобы вы выполнили план, ну вот составили, точнее, план морфемного разбора. Вот как вы думаете, вот первый пункт я вам подсказала, каков план морфемного разбора, а потом в группе, совещаясь, можете записать в одной тетради, да, план морфемного разбора. Запишите план морфемного разбора или алгоритм, или план морфемного
морфемного разбора. Так, да? Придумайте, подумайте, как он должен выглядеть, а потом работайте в группах уже в этот раз, совмещаясь друг с другом. Хорошо? Так. План морфемного разбора. Первый пункт я вам подсказала. Ага. Так. Часть речи, все говорят. А что значит часть речи? Так, хорошо. Ну, наверное, нам нужно определить, да, эту часть речи. Так, хорошо. По пунктам. Можете в виде плана, можете в виде схемы записать. Так. Так, что-то вы затеки закончили? Да, молодцы. Эта группа у нас закончила. Девочки еще пишут. Вы тоже закончили? Так, Полина записывает, да? Вы еще нет? Не закончили? Так. Заканчиваете? Все тоже, да, закончили? Так, молодцы. Ну, давайте. Спрошу вашу группу. Как вы думаете? Да? Кто отвечает, выбирайте сами. Как вы думаете, как должен выглядеть план морфемного разбора? Кто отвечает? Емеля? Гузель? Давай, Гузель. Сначала окончание. Первый пункт, да, у вас? Первый пункт. Хорошо, вы выделяете окончание. Есть какая-то поправка? Первое это определить часть речи. Да, первое это определить часть речи. Я вам подсказала. Ага. Окончание, потом приставка, корень и суффикс. Приставка, корень, суффикс. А где основа? Основа в конце? Да. Да? Хорошо, это ваш план. Так, корректировки. Дина, корректировки какие вы внесете? Определить часть речи, потом определить окончание, потом основу, корень, суффикс, приставка. Вот, мне кажется, что это будет лучше, да? Вот посмотрите, как я оформила. Вы могли, я не знаю, девочки, сверьте себя, вы могли оформить план и вот таким образом, да, и в виде схемы вы могли оформить его. Правильно? Если все правильно, там, где алгоритм, поставьте себе плюсик. Если вы неправильно определили план морфемного разбора, то уж минусик ставьте. Так, хорошо. Сейчас по данному плану я бы хотела кого-нибудь вызвать к доске, пока поработаем у доски, да, а потом теорию посмотрим. Хорошо? Так, к доске. Камиля, пойдешь к доске? Ближе ты находишься. Так. Ага. Все остальные записывают в тетради. Да, я пока выключу план наш. Первое слово пушистый. Через запятую записываем. Пушистый. Ага. Корабль. Так, следим за тем, как мы пишем слова. Подоконник. Ага. Так. Вершина. Переводит. И последнее слово – путеводитель. Итак, девочки, перед вами план морфемного разбора. Попробуйте разобрать теперь слово так, как вы записали. Камиля, тебе нужно показать порядок или ты его помнишь? Помнишь? Хорошо. С
чего мы начинаем? Определить часть Часть речи, ага. Прилагать, можно так? Ага. Можно, ты можешь устно проговаривать, хорошо, не обязательно писать. Дальше мы выделяем окончание. Так. Здесь будет Так, основу. Основу, хорошо. Дальше корень. Так, Проверочное слово кружок. так, все правильно. Здесь чередование буквы Ш и ист это суффикс. Так, все правильно. Дальше. Дальше слово корабль. Это существительное. Ага, можно написать. Так. Окончание нулевое. Так, Корень корабль. да, ладно, почему не выделяешь? Окончание нулевое выделяем, да? Основа правильно и корень. Корень корабль. Так, хорошо, дальше. Подоконник Тоже. существительное. Окончание нулевое. Так, только имя существительное. Имя существительное. Основа подоконник. Ага. Корень окно. Ага. Окон. Туда. Ага, правильно. Дальше приставка суффикс «ни» Так. и приставка «под». Так, правильно. Вершина имя существительное. Мгм. Окончание «а». Так. Основа вершина. Так. Корень верш. Верш. Почему? Правильно. Почему? Потому что проверочное слово вверх, Да. вершинный Да, все правильно. и суффикс «ин». Так, правильно, хорошо. Переводит глагол. Так. Окончание «ид». А почему здесь окончание? Сейчас. Это форма слова, и это совсем новая форма слова. Это, как ты догадалась, что это не инфинитив? Отвечать на вопрос, что делать. Да, Не все на вопрос, правильно. что делать. Да, все правильно. Так, ага, дальше. Дальше основы перевода. Ага, уже закончили. Корень перевод. Перевод? Вот. Вводит, да, да. И Перед. приставка «перед». Так, хорошо. Путеводитель – это несуществительное, окончание нулевое. Так, хорошо. Основа путеводитель. Ага. Корень путь Ага. и вот. Так. Это двухсоставное слово. Так. Соединительное гласное «е». Только это сложное, наверное, слово, Да, да? сложное. Не двухсоставное. Так. Дальше суффикс. Суффикс здесь нулевой. Окончание Как «и». любой. Так, сейчас. Так, подумаем. Путеводитель. У существительных. Если учитель, Учитель. Значит, суффикс воспитатель. «и» «тель». Да, суффикс и отдельно тель. Да? Вот, да, девочки? По аналогии. Все, спасибо, молодец. Девочки, плюсик поставим. Камиля, ты тоже себе плюсик поставь, хорошо? Сейчас мы посмотрим. Учебники откройте, пожалуйста. Посмотрим, что там нам дается. Страница 55. Учебник и теории. Откройте. Так, ага. На странице 55 мы как раз таки увидим, что же такое морфема. Морфема. Откроем, да? Езеля, прочти, пожалуйста, что такое морфемика? Морфемика – это раздел науки о языке, в котором изучается состав слов. Слова состоят из значимых частей, приставок, корней, суффиксов и окончаний. Вы это уже знали? Да, знали, да, до этого? Так, хорошо. Дальше. Эти части называются общим словом морфемы. Так. И что же такое морфемы? Запоминаем. Морфемы – самые маленькие значимые части слова. Только значимые, да, от слова значение. Морфемы – значимые части слова, которые играют большую роль в чем? В строении слова, да, в строении слова. Так, молодцы, девочки, ну давайте вначале тогда решим кроссворд. Вы видите, у вас там кроссворд лежит, да? Прежде чем пойти дальше, поработаем с теорией. Вопросов нет. Вопросы здесь, девочки. Задаю вопросы. Сразу предупреждаю, там, где цифра 1 в клеточке, она тоже считается. То есть в первой прям клетке
представляете слова, ладно, буквы. Так, как называется раздел науки, изучающий строение слова? Ну, вписывайте. Получится в парах. Поработайте. Раздел науки, изучающий строение слова. Под цифрой 1. Так, второй вопрос. Значимая часть слова, которая образует форму слова. Как называется значимая часть слова, мы это уже говорили, которая образует форму слова. Которая форму слова образует. Так, хорошо, третий вопрос. Значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов. Третье. Ага. Значимая часть слова, которая находится после корня и обычно служит для образования новых слов. Получается? После корня. Цифра 4. Ага. Цифра 5. Значимая часть слова, в которой заключается общее лексическое значение всех однокоренных слов. Общее лексическое значение всех однокоренных слов. Что мы выделяем? Так, правильно. Шестой разбор слова по составу. Это какой разбор? Мы только что прошли. Ага. Разбор слова по составу. Это по составу фонетический разбор. Ну, если ты считаешь, что фонетический, пиши фонетический. Так. Часть изменяемого слова без окончания. Как называется часть изменяемого слова без окончания? Ага. И, девочки, посмотрите, у вас там должно еще... Я спрятала еще одно слово. Да? Какое слово? Морфема, да? Я спрятала слово морфема. Но если у вас она получилась, значит вы правильно и верно выполнили. Сверьте свои ответы. В листе оценивания поставьте себе плюсики, да, там, где кроссворд, вы видите. Там, где кроссворд. Молодцы, девочки. Справились с заданием? Даже угадали, что есть морфема. Устали? Нет? Ну хорошо, тогда, значит, физкульт-минутку отменяю, что ли я? А? Проведем физкульт-минутку. Сидя, выпрямитесь. Так, хорошо. Свяжу нашу физкульт-минутку с морфемами. Итак, по приставкой потянулись. С раз приставкой растянулись, да? С при приставкой притянулись, а приставка перейдем к морфеме. Другой морфеме. Отдохнули чуть-чуть? Итак, следующее задание, девочки, задание из учебника. Текст «Мороз, трава». Но для удобства я распечатала вам этот текст. Вот на столе, да, лежит, видите? Вы можете здесь выделять все, работать на этом листочке. Так, первое задание. Поработайте в парах. Вот первое задание — работа в парах. Из первого абзаца необходимо выписать имена существительные в предложенном падеже. Тетрадь. И выделить значимую часть слова, ну, морфему окончания давайте выделим. Выписать имена существительные из первого абзаца в предложенном падеже. Так, получается, да, можно подчеркнуть правильно, Мадина, и подчеркивать можно. Можно выписать с предлогом, кто-то, вижу, без предлога выписывает, так тоже можно. Получается? Если есть вопросы, задавайте, девочки. Все, закончили? Так.
Одна группа уже закончила. Вторая закончила. Закончили тоже? Так, хорошо, и вы тоже закончили, да? Молодцы. А кто хочет ответить? Есть желающие? Ну давай, Ирина. В первом абзаце мы нашли 4 слова. Да, правильно. Какие? В степях, Так, на косогорах, так, на опушках, правильно. в сухих горах. Правильно. Ну, можно было и без прилагательного. Молодцы, девочки. Справились, если с этим заданием тоже ввести оценивание. Поставьте плюсики, существительные в предложенном падеже. Видите, да? Да. Так, хорошо. Следующее задание я уже даю для всей группы. Внимательно прочитать текст и выписать из текста все слова с корнем раст, рос. Это первое задание. И второе. Что же это за корни раст, рос? Потом вы ответите. Хорошо? Так, вместе обсуждаем. Можно выписывать. Можно просто подчеркивать, да? Слова с корнем раст, рос. Еще попутно вчитывайтесь в текст. Да, и в первом тоже. Везде. По всему тексту нужно. Так. Ага. Раст, рос. Так. Стихли. Все у вас получилось? Нашли? Одна группа почти закончила. Это на раст, рост? Это подходит? Ага. Все нашли? Да. Можно, конечно, мы же работаем в группе. Так. Так. Ага, раст, рост. Девочки. Так, вижу, закончила одна группа. Ага, эта группа тоже закончила. Так, все, да, закончили? Да. Я вижу там бурное обсуждение по поводу некоторых слов. Сейчас как раз таки мы это услышим. Так, ну, девочки, давайте. Вы не пришли к общему мнению пока? Нет. Ну, проговорите свои варианты. Вот, девочки, послушаем эту группу, пожалуйста. Интересные у них варианты я услышала. Так, говорите все как есть. Давайте, Гузель, слушаю тебя. Я написала растет. Так, громче. Растет. Так. Растение, Так. растению. Еще. Россия. Россия. Записала она слово Россия. Я думаю, что это не очень странно, потому что Россия – это Россия. Россия – это Россия. Так, девочки, давайте у слова Россия выделим. Начнем с конца. Часть речи уж понятно, да? Россия. Для того, чтобы определить окончание данного слова, нет чего? России, да? России. Какая часть слова только изменилась? Какая буква? Я. Да, только я. Видите, Россия, окончание я, а все остальное чем будет? Думаете корнем? Ну, корень, хорошо. А Россия, Русь, это одно и то же? Нет, не совсем. Так, вот, правильно. И получается у нас Россия, да, слово. Корень, понимаете, что не рос, да, там? Не рос. Нам не подходит. Так, хорошо. Ты выписала все корни на раз, а на рост есть еще корни? Так, какие корни? Салиха, хорошо.
Так, рос, ага. Заросли есть, да, хорошо. Рост, я услышала слово рост, что вы можете сказать? Поэтому не выписываем, да, не нужно. Так, девочки, посмотрите, пожалуйста, какие корни вы только что выписали? Кто может ответить на этот вопрос? Какие корни? Так. Чередующиеся. Так, чередующиеся, да, корни, чередующиеся гласные корни мы выписали, да, девочки? Вот, посмотрите, пожалуйста, сверьте. Чередующиеся гласные корни. Скажите, пожалуйста, когда мы пишем в корне А, когда О? Так, ну, Гузель, давай. Мы перед СТ и ключе пишем А, в остальных случаях пишем О, исключение отрасль, потом ростовщик, Ростислав и Ростов. Да, Ростов, да, все-таки у нас только эти слова. А, еще какой? Ростов, да, и смотрите, девочки, там все-таки ударение падает не на корень, да, поэтому слово рост, там же позиция какая? Сильная или слабая? Сильная позиция. А что значит сильная позиция? Под ударением, да, ударная. Поэтому там же нет у нас никаких сомнений, да, в этом слове. Соответственно, нам не нужно его выписывать. Мы эти слова только записали. Если у вас все правильно, а у Гузель есть ошибка, получается, да, еще недобор, ставим минус, заработал, ладно? Ставим минус, заработал. С таблицей раз-прост, получается, с таблицей раз-прост ставим минус. Так. Следующее задание. Ну что, девочки, как вы думаете, мы уже закрепили или у нас есть еще ошибки? Ошибки в морфемном разборе встречаются? Встречаются, да, мы вот видим. Давайте еще одним заданием нужно нам закрепить, значит. Следующее задание. Распределите слова по столбикам в соответствии со схемами. У вас тоже есть такое задание, посмотрите. Поработайте в парах, друг с другом. Да, можно не стирать это? Да, можно, конечно, работать втроем. Да. Можно писать. Все, да, вы видели задание? Пара. Да, можно. На листочках можно выполнять. Выделяйте прямо там на листочках. И окончание можете выделять, конечно. Я же разрешила. Вы двойную работу делаете. Девочки, цифры кто-то ставит. Вот одна группа. Там цифры ставят они. Так, получается, да, тоже цифрами удобно. Кто-то выделяет сразу. Так. Если есть вопросы, задавайте, девочки. Тема новая. Да, можно, конечно. Так, кто-то уже почти закончил. По 4 слова там, подсказка. Вот у меня Заля спросила,
По 4 слова в каждой группе. Ну, попробуй. Ладно. Хорошо. Там все по 3 По 4 слова. Ну да, 12 по 4 слова. А группа у меня сколько? 4. Вот. По Подожди, 3 слова. Да, по 3. Да, да, вот видите. Ну ладно. Все, по 3 слова, значит, девочка. Группа 4, я перепутала немного. Все, закончили? Так, заканчиваем. Время. Так, снова одна группа это закончила раньше. Вы тоже закончили, да? Так, давайте проверим, девочки, проверим. Первая группа, ну вы раньше закончили, девочки, слушайте, все, заканчиваем уже. Так, ага. Зарина? Вы еще не закончили? Так, эта группа только. Так, ага. Первое солнце, Солнце, поля поля, и трава. трава. Правильно, девочки. Трава, поля, солнце. Так, хорошо. Вторая группа. Динара, по-моему, вы закончили раньше. Сохраняют волосками растения. Вот по поводу сохраняют. Все сохраняют, это если вы хороший. Да, в 4-й. Но почему? Потому что сохраняют у него приставку корень, суффиксы и окончания. Да, приставка какая? Со. Корень хран. Хран. Окончание Я суффикс, да, сохраняют. И третье слово сюда добавьте. Какое тут? Растения, волосками и цветочки. Да, цветочки. Так, Алия, третья группа. Познает, пересказ, переходит. Да, все согласны? Познает, пересказ, переходит. И последняя, 4-я группа. Девочки, вы молчите. Вика, вы готовы к 4-й группе? Да, ну прочитай. Уверяет. Сохраняют. Да, напоминаю. Все, девочки, молодцы. Вот посмотрите, у меня то же самое. В эталоне те же самые слова, да? Все, мы молодцы. Поставьте себе плюсик. Плюсик себе поставьте. Итак, у нас остается еще одно последнее задание. Я решила связать его с фразеологизмами. Посмотрите, последнее задание сегодняшнего нашего урока – фразеологизмы. Есть? Нашли листочек? Фразеологизмы, там написано, да? Фразеологизмы. Я дала вам список словосочетаний. Посмотрите, список словосочетаний, да? И задание найти фразеологизмы, выписать их, а затем выделить окончание. Да? Последняя наша тема была тема фразеологизмы, поэтому, девочки, пожалуйста, вспомним. Найти фразеологизмы. Работаем в парах, правильно. Можно на листочках, да. Можно выписать в тетрадь, можно на листочках. Так. Фразеологизмы. Попутно думайте, что значит тот или иной фразеологизм. Я буду спрашивать. Так. Ага. Выделить
окончание только в тех словах, где можно выделить это окончание. Где-то там это окончание выделить нельзя. Так, я вижу, кто-то заканчивает уже. Гузель закончила? Так, подумай. Значение фразеологизмов, ладно? Так, все, да, закончили? Так, молодцы, девочки, давайте проверим. Ага. Дина, я вижу, ты закончила, да, первый фразеологизм, который ты тут выделила? Болеть душой. Так, хорошо. Болеть душой, правильно. Окончание выделила? Душой, окончание болезни. Да, все правильно. Ну, сразу будем проверять, ладно? Так, что значит данный фразеологизм? Болеть душой. Помогите. Ну, человеку плохо. Человеку плохо? Морально. Морально? Почему? Когда у человека болит душа? Да. Да, болит душа за что-то, да, переживает, значит, за что-то он переживает, да? Так, хорошо. Ралина, следующий. Мелко плавает. Мелко плавает, хорошо. Это когда человек не умеет что-то делать. Не умеет что-то делать, точнее, не разбирается в чем-то, да, вот если так. Так, не справляется, не разбирается. Хорошо. Окончание. Нет. Ага, Гузель, ты что-то хочешь добавить? Следующий. Так, да, все, ладно. Еще девочки мелко плавают, это когда он не в своей тарелке, не в своей среде. Да, вот так, тогда тоже можно употребить. Так, ладно. Душа нараспашку. Душа нараспашку. Окончание это означает то, что он добрый, там, вежливый, все может пробовать. Открытый, да, человек. Так, хорошо. Следующее, кто хочет ответить? Ага, Камиля. Светлая голова Ая, светлая Ая и голова А. Так, да, вот, девочки, вы видите, правильно, я пропустила данное слово, да, светлая голова, это тоже... Это означает умный человек. Да. Светлая голова, это тоже фразеологизм, правильно, молодцы. Следующий еще. Так, Еселя. Так, Мадина. Далеко пойдет, ага. Ед или идет. Так, хорошо, что обозначает? Означает, то есть он добьется своей цели. Да, добьется, можно так сказать, да, хорошо. И последний фразеологизм. Последний фразеологизм. Кривить душой, да, мы так забыли сказать. Так, Динара. Это означает Лицемерить. Так, да, молодцы, девочки, молодцы, справились с заданием. Теперь давайте обобщим все то, что мы уже прошли на уроке, чему научились. Скажите мне, пожалуйста, чему мы сегодня на уроке научились? Так, Гузель. Мы на этом уроке научились правильно разбирать слова. Так, хорошо, еще, Камиля. Научились правильно именно определять морфему, то есть где какая морфема находится. Ага, так, хорошо, еще чему мы научились, Мадина? Алгоритм морфемы. Так, хорошо, еще. Что еще мы повторили? Да, фразеологизм мы повторили, да, нашу прошлую тему еще. Так, чередование гласных, так, правильно. Еще, да, все, еще кто чему научился? Так, ну, тогда, ага, Ирина. Узнавать, что значит фразеологизм. Так, что значит фразеологизм? Так, хорошо, теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я задаю домашнее задание, как обычно, да? Если вы все повторили состав слова, научились выполнять морфемный разбор, но остался какой-либо вопрос по теме урока, есть ли среди вас такие? Вопрос какой-нибудь по теме урока остался? Нет, вопросительный знак, значит, никто не выберет. Второе, Камиля, прочитай, пожалуйста, видишь, что там написано во втором? Что? Так, ага, Камиля не видит. Динара, видишь? Повторил состав слова, научился выполнять морфемный разбор, но не уверена, что самостоятельно смогу подобрать слова по предложенной схеме. Скажу себе, хорошая работа. Да. Кто-нибудь может про себя так сказать? Или все сегодня на отлично поработали? Все на отлично поработали, да? Ну тогда, девочки, получается
получаете свое домашнее задание. Для тех, кто выбрал бы первый, второй пункт, вот это было бы, да, домашнее задание. А те, кто выбрал третий пункт, девочки, запишите домашнее задание, повторить правила и выполнить упражнение 489. Так как вы все выбрали последний пункт, вы все поняли, совсем справились. Листы оценивания, значит, там одни плюсики, да, на наших листочках. Получается, вы записываете себе это домашнее задание, да? Записали? Упражнение 489. Ну что, девочки, мы итоги подвели, домашнее задание получили. Всем спасибо за урок.